Проблема башкирской государственности. Вообще, проблемы государственности в отечественной историографии, наверное, можно выделить таких два, наверное, основных этапа, что ли. Периода, в советский период, как правило, в вопросах особенно национальных историй, проблемы государственности рассматривались через призму марксистской концепции, то есть это где государственность, создание государственности является этапом развития общества. То есть понятно, что применялся такой формационный подход, что общество проходит, собственно, все вот эти вот этапы, там рабовладельческий строй, феодализм и так далее. И, собственно, формирование образования государства является ее такой, можно сказать, высшей формой развития общества. И, в принципе, башкирская история, она тоже, собственно, рассматривалась также в этом ключе, и где предполагалось о том, что башкиры также проходили эти этапы, также выделялась эпоха феодализма и так далее. Но дело в том, что уже в тот период, в принципе, было ясно, что у башкир феодальное сообщество, феодализм был не совсем такого классического типа. Дело в том, что все упирается в ренту. Рента, как правило, это основной признак феодализма, то есть феодал, собственно, собирает ренту с тех, кто производит, собственно, работает на земле. То есть именно сбор ренты является основным признаком, собственно, феодализма. В башкирском же обществе такой формы, как ренты простых общинников в пользу феодала, ее не существовало. Более того, так называемый феодал, он, в принципе, по большому счету зависел от тех же самых общинников, потому что он должен был, собственно, рекрутировать войско для службы тем или иным верховным правителем, монархом. Вот. И с 90-х годов, собственно, уже с 80-х, наверное, годов в советской историографии начинается уже такой процесс рассмотрения, можно сказать, таких нелинейных систем развития цивилизации, где подразумевается, что, наверное, до эпохи нового времени сообщество развивалось многолинейно. То есть государственность или ранняя форма государства, они не были такой абсолютной и единственной формой, так сказать, целью развития сообщества. Существовало множество параллельных вариантов, наверное, и в этом отношении следует назвать такие фамилии, как там Крадин, Гринин, Каратаев, Бондаренко, которые, собственно, вырабатывают вот новый концепт, новый взгляд, что ли, на исторические процессы, что это шло нелинейно, то есть было множество вариантов. Наверное, самый яркий пример, который приводят ученые, это греческие полисы, которые, по большому счету, не являются государствами, но, являясь одним неким сообществом, они формировали, так сказать, общинные структуры или полисы, да, которые так или иначе формировали вот единую, так сказать, греческую цивилизацию, вплоть до завоевания Александра Македонского. Вот другой пример, относительно тоже до исламский период Аравийского полуострова, это середина первого тысячелетия, когда произошел обратный процесс. Сначала существовали такие большие империи, иерархии и так далее, но само сообщество, оно начинает, собственно, убирает вот этот надобщинный, строгий иерархичный институт и формирует вот такое вот акефальное сообщество с достаточно аморфной системой надобщинного управления, то есть нечто вроде таких собраний, что ли, общих родов и так далее. Вот. И, собственно, в этом ключе современные наши историки, в первую очередь я бы назвал Булата Акмеровича Аздабаева, рассматривают башкирское сообщество, и они рассматривают как раз-таки через призму акефальных сообществ. Есть другой термин, гетерархия, который введен Кэрол Крамли, это шведский ученый, который говорит о том, что гетерархия – это связь
между собой взаимосвязанные субъекты, которые не ранжируются одним методом или ранжируются множеством вариантов. То есть, например, тот же самый крепостной не может быть равен дворянину, да, то есть это один способ иерархии, это иерархичный способ. Но есть варианты у сообществ, которые, собственно, формируют множество вариантов, когда они в разных обстоятельствах принимают разные формы. Да, то есть может иерархичная система, может акефальная система возникать и так далее. И башкирское сообщество, в принципе, очень так похоже и рассматривается как раз-таки через призму вот этих так называемых гетерархий или же акефальных систем. Вот. И если же мы говорим конкретно о башкирской государственности, то, конечно, здесь мы не можем говорить о государственности в чистом виде, поскольку как сама эта ландшафтная зона, сам вмещающий ландшафт, он, в принципе, и населяющее его сообщество не предполагало формирование какой-то строгой иерархии. Ну, во-первых, это связано с экономическими особенностями, да, то есть у людей, достаточно вооруженных людей, это же кочевники, доступ был и к престижным товарам, да, то есть это та же самая соль, тот же самый металл, пушнина и так далее. И, собственно, также военная организация, которая позволяла не формировать большие какие-то армии, а формировать такие небольшие отряды, которые достаточно эффективно вели боевые действия. Да, то есть, и это, собственно, накладывалось на саму структуру общества, которой на самом деле было выгодно находиться в таком акефальном сообществе. Вот. И, в принципе, это мы видим отношение к верховным правителям. То есть такого пиетета, например, к тем же самым чингизидам или же к русскому царю у башкир не наблюдалось. Например, они регулярно призывали ханов, но, например, когда это было выгодно башкирам, когда же необходимость в них отпадала, хана в лучшем случае изгоняли, как, например, Абулхаир хана, или же убивали, как Кучука, например. Да, эти же примеры приводит и Булат Ахмерович Азнабаев. Вот. К русскому царю также по документам, также Азнабаев рассмотрел, что документов явно видно, что башкиры при спорных таких, когда идет действительно какое-то противостояние в рамках башкирского восстания и так далее, употребляли те выражения, которые действительно были неприемлемы для, так сказать, подданных. Они, можно сказать, ставили себя на равную ступень с царем. Определенные формулировки об этом говорить. Да? То есть они на таком, можно сказать, на ментальном даже уровне не воспринимали себя как-то, не воспринимали себя в системе такой четкой, жесткой иерархии. То есть это говорит о том, что политический миф, политическое сознание башкир, оно было, так сказать, гетерархично, можно сказать, если можно применить этот термин. Вот, но в период нового времени, я думаю, формируются уже такие достаточно классические государства. И, собственно, пожалуй, самый главный признак государственности – это является четко сформированная чиновничья административная система, отделенная от, можно сказать, остальных сообществ. Надобщинная такая структура. Централизованная, безусловно, с легитимным правом насилия. То есть право на насилие может иметь только вот эта самая система, то есть само государство в лице главного, собственно, монарха там или кто там во главе, хана, и, собственно, все вот эта административно-чиновничья система. В новое время она формируется, и, можно сказать, именно в новое время определился, так сказать, вектор развития. Вектор развития цивилизации, он более, так сказать, стал более унифицированным. Но башкиры в данном случае в период 16-го, в период 17 веков, как раз период присоединения Башкирии к русскому государству, они смогли перенести вот как раз ту самую акефальную систему, да, то есть элемент такой многолинейности, да, в империю нового времени.
Вот именно это является на самом деле особенностью башкирского сообщества. Они смогли ее перенести, это было регламентировано через оберегательные, охранные грамоты и так далее, в том числе через жалованные грамоты в редких случаях. Вот. То есть они вошли в систему, в административную систему империи нового времени, то есть уже классического, можно сказать, государства, которого сегодня мы имеем. Да? Но в новом времени мы знаем прецедент, когда башкиры действительно, может быть, попытались создать аналогичное какое-то такое государственно-политическое образование. Это произошло после восстания 1704-11 годов, когда Башкирия выпала с юрисдикции российского государства, Российской империи. То есть она, можно сказать, сформировала некую самостоятельную такую структуру. Во всяком случае, в некоторых документах она фигурирует как Башкирская Орда. В русских документах, конечно, имеется в виду. Башкирская Орда. Что происходило внутри, были ли попытки формировать иерархию или что-то еще, нам это неизвестно. Более того, нам не совсем известно, почему в 1722 году опять башкиры вновь приняли добровольное подданство Российской империи. Есть предположение о том, что это началось из-за того, что начались внутренние противоречия. Но Булат Ахмерович Сознабаев, он, собственно, он считает, что на северо-западе, на западе Башкирии, из-за того, что был традиционно большой поток переселенцев, появилась нехватка земли. То есть вопрос земельных отношений, он там стоял более актуально. Для восточных башкир земли было много, и в данном случае им, наоборот, было выгодно принимать новых поселенцев, поскольку они сажали их на землю, можно сказать, и, собственно, получали оттуда определенную прибыль, да, то есть облагали их, можно сказать, налогом, да. Вот. И из-за этого, можно сказать, возникли какие-то противоречия. То есть вопрос земельных отношений, который в башкирском обществе традиционно решался монархом или ханом, или царем, белым падишахом, да, теперь он должен был решаться внутри башкирского общества. Из-за этого Ознобаев предполагает, что начали возникать противоречия. И после чего, собственно, было принято решение в 1922 году вновь принять подданство. Это был прецедент уже нового времени, то есть была попытка создать нечто такое государственно-политическое, какое-то образование, да. Второй, наверное, прецедент, который можно назвать, это уже период новейшего времени. Это период, когда шло национальное строительство, национальное движение. 1917-19 года. Тогда действительно была учреждена национально-территориальная форма какого-то политического образования. Было ли это государство или какое-то государственное образование, судить сложно. Но в любом случае какое-то национально-территориальное именно в парадигме того времени было создано. И это, можно сказать, такая, да, государственно-политическая какая-то традиция там уже. То есть сформировалось правительство, свое министерство, сформировалась армия. То есть вот этот государственный чиновничий аппарат, он, в принципе, работал и работал достаточно эффективно. И действительно был легитимный инструмент насилия. То есть была действительно централизована вся власть в определенных институтах, да. Более того, когда сформировалось уже такое советское государство, в 1919 году советское государство подписало соглашение как раз-таки вот с этим институтом, с башкирским правительством. То есть это башкирское правительство было в лице советского государства, оно было легитимно, чтобы с ним подписывать какие-то соглашения. То есть оно воспринималось как, можно сказать, такое классическое политическое какое-то административно-территориальное какое-то образование, да, то есть оно было признанным во всяком случае, да. Вот, и это, можно сказать, такой второй прецедент такой традиции, государственно-политической, можно сказать, традиции, да, традиция национального какого-то строительства, да, вот.
У большинства народов современных национальных образований достаточно сложно провести такую прямую линию от государственности средневековых до современных сообществ, до современных образований. Ну, наверное, таким... Конечно, попытки делаются, например, нашими соседями, Татарстаном, да, где ученые, достаточно маститые ученые, прямо заявляют о том, что вот была Золотая Орда, Казанское ханство, и вот якобы Республика Татарстан – это прямой наследник вот этих образований. Ну, конечно же, это ничего хорошего, ничего общего с этими государственными образованиями не имеет ничего общего, да, то есть это все достаточно такая идеология, можно сказать. Вот. В целом же, если мы должны подходить к истории Башкортостана, башкирского народа, в частности, мы должны подходить, я думаю, с современных позиций, учитывая многолинейность развития цивилизации, в том числе нашей евразийской цивилизации в целом, да. И башкиры в данном случае являются ярким примером. Во всяком случае, в рамках башкирской истории мы можем проследить комплементарность от формирования вот этих акефальных систем, основой которой является родовая система, до интеграции в Русскую империю и, собственно, формирование, можно сказать, современного национального сообщества. То есть это на самом деле есть такие элементы комплементарности, мы можем выделить эти реперные точки, когда, да, мы можем связать одну эпоху с другой, что какой-то, во всяком случае, в той или иной значимости переход этот осуществляется. То есть какой-то трансфер, культурный трансфер, как говорит Светлана Лурье. Вот, примерно так все это выглядит.